Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Одним из действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в Якутии стало акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики». Уже год предприниматели Якутии могут приобретать технику, оборудование в лизинг под невысокие проценты. Как все работает и каковы дальнейшие планы, расскажет гостья нашей студии. Это генеральный директор региональной лизинговой компании Татьяна Бравина. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, наверное, в начале нашей беседы какие-то итоги прошлого года. Чем все закончилось, что было интересного и сколько предпринимателей получили вашу поддержку? Как вы знаете, Иван, у нас компания начала работать с прошлого года, как вы сказали, с июня 2018 года. Фактически мы работаем с клиентами уже 8 месяцев. И учитывая, что деятельность региональной лизинговой компании, она определена программой льготного лизинга оборудования, мы работаем по всей России. На сегодняшний момент заключено 17 лизинговых договоров с 17 лизингополучателями со всей Российской Федерации. Но, естественно, учитывая, что мы работаем в основном для Дальнего Востока, наибольшее количество получателей из Республики Саха-Якутия и из Дальнего Востока. Соответственно, наши клиенты из Хабаровского края, из Магаданской области, из Сахалинской области, но также есть клиенты и из Подмосковья, из города Санкт-Петербурга. То есть деятельность компании не ограничена территориально, но есть приоритет. Сегодня мы заключили лизинговые договора на сумму более чем 200 миллионов рублей. У нас на текущий момент на рассмотрении тоже есть порядка 400 миллионов рублей заявок. Также со всей Российской Федерации есть заявки из Республики Саха-Якутия и других регионов Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа и так далее. Ну вот что касается самой деятельности вашей компании, что может быть предметом лизинга, что могут получить предприниматели? Как я уже сказала, программа льготного лизинга рассчитана именно на приобретение оборудования, поэтому предметом лизинга может быть любое практически оборудование, в том числе сельскохозяйственное и, что немаловажно, медицинское оборудование. Поэтому здесь вот хотелось подчеркнуть, что частные медицинские клиники, которые сейчас очень хорошо развиваются, они могут получить льготный лизинг на приобретение медицинского оборудования. Например, у нас есть уже заключенная и профинансированная сделка Хабаровского края, там открывают большой медицинский хирургический центр частный, и мы полностью приобрели оборудование, которое полностью оснастило всем необходимым современным оборудованием для проведения хирургических операций. Ну а кому еще может быть выгоден этот лизинг? Для сельского хозяйства, мне кажется, очень актуально. К тому же у нас есть очень хороший пример приобретения оборудования для производства сыра и для упаковки молока для нашего крестьянского хозяйства в лице индивидуального предпринимателя из Мегино-Кангаласского района. Мы в прошлом году, я съездила в Мегино-Кангаласский район, встретились мы там с администрацией, подписали соглашение. И вот результатом этой работы стала вот первая очень хорошая сделка. Это оборудование мы уже начали привозить, это непосредственно сыродельня. Вот очень хорошее такое перспективное направление. Хорошо было бы, если в каждом районе был свой сыродел. И мы были бы рады помочь оборудованию в этом отношении. Ну вот что касается предпринимателей нашей республики, какие муниципалитеты или районы нашей республики наиболее активны вот в сотрудничестве с вами? Ну, скорее всего, я думаю, что хотели бы активно сотрудничать, наверное, все районы, просто учитывая, что программа льготного лизингового оборудования рассчитана все-таки на действующие предприятия, те, которые уже имеют определенную финансовую базу, имеют платежеспособные и могут возвратить вот этот лизинг, да, то здесь, конечно, нужно с самим районом посмотреть на своих предпринимателей, на тех, у которых есть уже стабильно действующий бизнес. Вот на сегодня мы заключили соглашение с Намским районом, с Мегино-Кангаласским, с Хангаласским районом. У нас есть соглашение с Чурапчинским улусом. И, соответственно, в Нерюнгри мы выезжали, планируем выехать в этом году в зону промышленных районов, то есть Мирнинский район, да, и надеемся, там тоже будет некоторая активность со стороны лизингополучателей. Ну, а вот что касается итогов и прошлого года, и уже нескольких месяцев этого года, все-таки в каких отраслях наиболее востребовано участие в ваших программах? Наиболее востребовано именно вот, я бы не стала выделять конкретные отрасли, хотя, конечно, есть такое, потому что вот если смотреть по Дальнему Востоку, у нас достаточно такое большое количество заявок отрасли лесопереработки. То есть у нас есть из лесопереработки, как есть заявка из Республики Саха-Якутия, уже сделка заключенная, да, мы приобрели комплекс прямо оборудования для производства пилолесоматериалов, да. Также есть заявки такие же из Хабаровского края, из других областей,
регионов Дальнего Востока. Но вообще, в принципе, просто эта отрасль перспективная, люди очень активно строятся, поэтому в этом есть перспектива. И второе направление, наверное, связано, скорее всего, с услугами или сервисами для добывающих компаний, потому что это достаточно тоже серьезная отрасль. Если сами добывающие компании, которые добывают полезные ископаемые, не могут быть получателями этого льготного лизинга, да, то сервисные компании, которые предоставляют им услуги, они могут быть, и поэтому они, соответственно, тоже достаточно активно спрашивают, то есть спрос на льготный лизинг оборудования. Ну, а вот вы упомянули то, что лизинг возвратный. Зачем он нужен? Я имела в виду, что лизинг – это вообще возвратный инструмент финансирования. То есть имеется в виду, это не субсидия и не гарантия, не грант, который можно взять и не вернуть. Да? Это так и положено. Лизинг – это один из методов, способов финансирования возвратного. То есть когда лизингополучатель заявляет на лизинг, он должен понимать, что это деньги нужно вернуть, и с некоторым процентом. И вот тут, кстати, по поводу процента хочу сказать, что программа наша государственная, и именно региональная лизинговая компания Республики Саха-Якутия единственная, которая работает по льготной программе лизинга оборудования, и мы единственная компания в ближайшей территории, которая может предоставить льготный лизинг по ставке от 3% годовых по удорожанию. Поэтому это самая низкая ставка, которую можно вообще рассчитывать в Российской Федерации. Ну и по поводу возвратного лизинга хотела сказать, что есть такая форма лизинга возвратный. Это когда вы уже приобрели оборудование, оно новое, но вы еще не успели его поставить на баланс, не успели распаковать, и мы можем путем возвратного лизинга вернуть обратно потраченные средства, инвестированные в приобретение этого оборудования. Но кроме крайне низких процентных ставок, в чем еще преимущество сотрудничества с региональной лизинговой компанией? Дело в том, что региональная лизинговая компания Республики Саха-Якутия не ограничивает клиентов с точки зрения именно вида оборудования и с точки зрения поставщика. Мы работаем с поставщиками как и с российскими, так и с иностранными. Единственное, что мы ожидаем, что поставщики будут сертифицированными дилерами, дистрибьюторами, либо заводами-изготовителями. Сейчас у нас на подходе сделка, например, с поставщиком из Китая, что, наверное, очень популярно и востребовано для Дальнего Востока. И мы надеемся, что когда мы приобретем такой опыт, мы сможем уже более масштабно продвигать этот опыт и финансировать сделки по приобретению, например, оборудования из Китая от хороших китайских заводов. Изготовить. Ну вот, чтобы заключить договор с вашей лизинговой компанией, что нужно предпринимателю? Иметь какой-то первоначальный капитал или какие-то определенные условия существуют? Вот об этом расскажите. Ну, смотрите, как и во всех видах финансирования, в любом, то есть куда бы предприниматель не обратился, в банк или лизинговую компанию, безусловно, он должен понимать, что в данном случае финансирующая организация будет ожидать, что клиент сам тоже готов вложить в этот проект со своей стороны. И вот с точки зрения лизинга здесь получается подтверждение того, что клиент сам готов вложить свои средства, это авансирование. Аванс у нас составляет от 15, в некоторых случаях даже может быть и 10% от стоимости оборудования. И это достаточно низкая, достаточно низкая стоимость аванса. То есть в некоторых рыночных лизинговых компаниях там авансы могут составлять и от 30% и выше. У нас от 10-15%. Кроме этого, лизингополучатель, конечно, должен понимать, что лизинг это дополнительного залога мы не требуем, то есть мы не будем просить какого-то другого залога, если финансовое состояние достаточно хорошее. То есть само оборудование, оно, по сути, является предметом залога. Но несмотря на такие достаточно льготные, хорошие, привлекательные условия. Как вы считаете, все-таки достаточное ли количество предпринимателей пользуются услугами лизинговых компаний, или по увеличению числа обратившихся к вам нужно вести еще какую-то дополнительную работу, объяснять, ездить, рассказывать? Да, безусловно, объяснять, ездить и рассказывать нужно всегда, и это постоянная, текущая, ежедневная работа с нашей лизинговой компанией, корпорацией МСП и вообще органов правительства Республики Саха-Якутия, да, и так далее. Почему? Потому что, несмотря, как вы правильно сказали, на такие хорошие условия, да, не все
не все желающие получить такой льготный лизинг могут получить его в результате. Да? Конечно, у нас, учитывая, что мы больше 70 заявок в принципе получили за весь период деятельности, у нас есть и отказы. И отказы, они объективные, потому что первая причина, что финансовое состояние заявителя, оно не соответствует критериям. Да? То есть, вот как я и говорила, нужно понимать, что зарабатываемая прибыль у предпринимателя должна быть достаточно, чтобы погасить вот этот лизинг. Да? Поэтому, когда предприниматель идет с заявкой на лизинг, он должен четко себе представлять, за счет каких доходов он может или должен вернуть этот лизинг. И, соответственно, мы обязательно смотрим официальные документы. То есть мы смотрим отчетность, которая сдается в налоговую, там, балансы, отчет о прибылях, убытках. И это тоже нужно предпринимателю очень четко понимать, что все это должно соответствовать реальности. К сожалению, были такие ситуации, когда предприниматели достаточно серьезного характера, которые зарабатывают, которые всем известны и у нас в городе, и в республике, имеют при этом недостаточно качественную работу, например, по ведению бухгалтерского учета. И учитывая, что нам приходится делать очень большую работу по анализу всех данных, мы помогаем иногда клиентам вот как раз привести свой бухгалтерский учет в соответствие. И это тоже одна из такая, как скажем, помощи, которую бесплатно плюс дополнительно оказывает лизинговая компания. Да. В основном получается, что крупные уже состоявшиеся компании, которые ведут свой бизнес довольно-таки давно, обновляют просто оборудование или работать начинают под какие-то конкретные заказы, которые сулят гарантированную прибыль. А существуют ли примеры, скажем так, небольших, мелких, малых предпринимателей, которым тоже удается успешно получить оборудование в лизинг и с ним благополучно рассчитаться потом? Да, безусловно, мы сейчас готовы рассматривать заявки с суммой финансирования от 2,5 миллионов рублей. Это, в принципе, достаточно такая небольшая сумма, на которую могут рассчитывать и мелкие предприниматели, учитывая, что нашими клиентами могут быть вообще субъекты малого только бизнеса, то есть те, у которых выручка до 800 миллионов рублей в год. Но, тем не менее, мы понимаем, для нас, для Якутии, 800 миллионов – это уже большой, достаточно серьезный бизнес, крупный, да? Но, тем не менее, вот мы постарались и в прошлом году снизили до 2,5 миллионов рублей нижнюю планку и будем стараться дальше работать, чтобы снизить ее еще, чтобы постараться сделать ее еще меньше, для того, чтобы большее количество потенциально желающих получить льготный лизинг могли претендовать на такую поддержку. А так, конечно, и достаточно мелкий бизнес, то есть вот с выручкой 2,5-3 миллиона в год, 4-5, вполне спокойно могут стать лизингополучателями. Татьяна Анатольевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю успехов в работе вам и вашим клиентам. Спасибо огромное, Иван. Это была программа «Актуальное интервью» на поддержке малого и среднего бизнеса республики. Мы сегодня говорили с гостем студии, генеральным директором региональной лизинговой компании Татьяной Бравиной. До встречи в эфире.